Прям в кадр спустилась. Впервые на эту проблему мы обратили внимание в начале апреля месяца, когда мы увидели гусеницы огневки, находящихся на самшитовых деревьях. Больше всего поразило в первую очередь это масштабы, как быстро распространяются самшитовые огневки, как быстро они охватывают большие территории, погибает самшитовый лес. Есть такой фразеологический оборот у абхазов, и даже самшит не помнит. То есть, что подразумевается? Что самшит настолько у нас стар, то есть растет не одно столетие. Под самшитовыми рощами ходили наши предки, и хочется, чтобы самшитовый лес сохранился, и все возможное, чтобы мы сделали для того, чтобы сохранить уникальную природу Абхазии. Мы помним самшитовые леса, рощи зелеными, благоухающими, с множеством птиц, животных, обитающих в самшитовых лесах. А сейчас мы видим, что происходит экологическое бедствие, катастрофа, можно сказать. Мы теряем леса, уникальную природу, а как всем известно, без природы и уникальной экосистемы Абхазии, Абхазия будет неинтересна никому. В первую очередь, конечно, больно нам, местным жителям, но и приезжие замечают, что в каком состоянии находится самшитовый лес у нас. Хочется попросить все научное сообщество объединить силы, научные сообщества Абхазии, России, может быть, международные научные сообщества подключить к борьбе за сохранение самшитовых лесов.